Селям алейкум, сайгой телесерджилер. Вы готовы записать еще один рецепт в свою копилку? Да? Тогда очередной выпуск программы «Софрага Буернус» именно для вас. Я уже спешу представить нашего гостя, который поделится изумительным десертом к чаю. Сегодня с нами молодая исполнительница песен, солистка ансамбля «Хайтарма» Мавиле Абкеримова. Музыка – это жизнь, вдохновение и чувство. Она духовно наполняет и обогащает каждого из нас. Героиня нашей программы Мавиле Абкеримова влюбилась в музыкальное искусство еще в детстве. И стремительно, шаг за шагом, она шла к своей цели и мечтала выступать на большой сцене. Благодаря харизме и таланту ей удалось воплотить свои мечты в реальность. Сегодня Мавиле является солисткой известного и легендарного крымско-татарского ансамбля песни и танца «Хайтарма». Юная певица с великолепным голосом и безумной энергетикой не может оставить никого равнодушным. С каждым своим выступлением на сцене она убеждается, что музыка – это частичка ее жизни. И сегодня Мавиле Абкеримова поделится нежным десертом европейской кухни в программе «Софрага Буернус». Мавиле, селям алейкум. Рада вас видеть у нас в гостях. Как ваше настроение? Отлично, вот к вам пришла с хорошим настроением, очень рада вас видеть. Значит, мы сегодня будем делиться хорошим настроением с нашими дорогими телезрителями. Да, конечно. И прекрасным рецептом. Что это будет? Сегодня мне хотелось бы приготовить чизкейк. Творожную запеканку, так скажем. Для приготовления данного блюда нам понадобится 3 яйца, стакан муки, стакан сахара и сливочное масло. Также для теста нам понадобится разрыхлитель. Для начинки нам понадобится сметана и самый главный ингредиент – это, конечно же, творог. Ну и для украшения это у нас сахарная пудра, вишня и клубника. Можно ягоды по своему усмотрению. Хорошо. Мавиле, я знаю, что вместо теста можно и сделать из печенья, да, что-то? Да, можно на самом деле облегчить себе задачу, и в принципе получается не менее вкусно. Это когда ты делаешь просто крошку из топленого печенья или какого-нибудь песочного печенья и смешиваешь с растопленным сливочным маслом. Это тоже получается очень вкусно. Но сегодня мне почему-то захотелось вот именно сделать тесто, вот, чтобы было своими руками. Я думаю, у нас все получится и будет все вкусно. Надеюсь. С чего мы начнем? Давайте мы начнем с теста. Для теста нам понадобится 1 яйцо, стакан муки, ну это где-то 160 грамм, и замороженное сливочное масло, так как мы его будем натирать на терке, и 2 столовые ложки сахара. Отлично, тогда приступаем. Стакан муки. В принципе, на самом деле, я такой человек, что я привыкла делать все на глаз, и, вы знаете, быть может, даже так получается вкуснее, когда ты где-то что-то не добавишь, где-то что-то вот... Где-то больше сахарка, сладкого да, добавишь. Конечно, сахара много не бывает. Также мы это должны сразу перемешать, чтобы у нас такая ровная консистенция получилась, равномерная. И сейчас очень такой интересный момент, когда нам нужно будет натереть сливочное масло замороженное, создав такую мучную крошку. Предварительно мы заморозили наше масло, потребуется 100 грамм, да? Да, где-то 100 грамм, можно 80, все опять-таки индивидуально, но, конечно, чизкейк, так как у нас творожный, можно сделать, конечно же, диетический. Ну, конечно, да. Для сладкоежек особый десерт. Вот. Но это не наше. Что такое вот? Да. Вот и все, ни в чем себе Это не наше. отказываем. Хорошо. Да. Масло, обваливаем его в муке и натираем. Абсолютно вот на любой терке, ну, можно на крупной, в принципе, это не так уж и важно. Нам самое главное, чтобы это все потом в итоге смешалось и получилась однородная масса. Хорошо. Мавиле, ты человек очень жизнерадостный, вот по общению с тобой сейчас я это поняла. Расскажи, с каким настроением ты просыпаешься и какой у тебя секрет такого счастливого пробуждения? Вот счастливое пробуждение, скорее всего, и заключается в этом слове «счастье», потому что мы однозначно должны благодарить Бога, родителей, всех за то, что мы проснулись, за то, что у нас есть этот день и что Он нам дан, потому что каждый день, каждая минута, каждая секундочка должна цениться нами, и каждого моментика мы должны брать что-то для себя. Это очень важно для людей. Значит, ты просыпаешься с хорошим настроением. Я просыпаюсь с хорошим настроением и в ожидании чуда. Оправдываются ли твои ожидания в конце дня? Подводишь ли ты итоги? Я стараюсь делать так, чтобы все, что со мной не происходило, это было вот определенный опыт.
Здорово. Думаю, есть чему у тебя поучиться. Сахал, на самом деле, мне кажется, это должно быть у каждого человека, потому что, приходя домой вечером после работы или после учебы, мы все равно подводим какие-то итоги пройденного дня, пройденных событий, что-то для себя берем и думаем, а вот это было хорошо, а вот так в следующий раз я делать, например, не буду. Анализируем и делаем выводы. Да, Замечательная конечно, работа над собой. Да. Здорово. Масло натертое у нас уже готово. Как интересно все выглядит, все на крупной Да, терочке. очень так красиво. Спиральки печальненько, такие. да. И сейчас мы должны добавить разрыхлитель. Сколько мы добавляем? В зависимости от того количества, как вы готовите, но здесь, например, я добавляю половину пачки. Ставить 2 столовые ложки. Ну, Даже вот так вот. Мавиле. Но я не могу просто так стоять и с тобой разговаривать. Да, нам нужно приступить вот к самому главному. Это наш крем. Вот я вам даю творог. Я всегда говорю, что я рада помочь своим гостям. Это Творог очень- очень очень полезный здорово. ингредиент, и содержится Да. кальций, стоит отметить. И советуют каждое утро есть творог с медом. Да, на самом деле творог очень полезен, и вот для поддержки своего иммунитета это очень важно. Особенно если у вас очень быстрый темп жизни, то творог это, мне кажется, неотъемлемая часть вашего рациона. Но он не усваивается в организме без фосфора. Такой маленький нюансик. Нам сейчас нужно перетереть творог, чтобы он получился у нас таким пышным. То есть я делаю это вот так вот, да? Да, вы просто накладываете творог и перетираете через сито. Тем временем я сейчас перемешаю все наше тесто. Мгм. Мавиле, что для тебя музыка? Знаете, это такой вопрос. Щепетильный. Да, потому что когда ты находишь себя, ты понимаешь, что музыка — это состояние души. Я без музыки вообще не могу, на самом деле. Песня со мной везде, наушники, без которых я вообще не могу. Абсолютно. Они везде, они в дороге. Понимаете, музыка — это то, что окружает. Это то, что снится во сне. Да. В общем, ты погрузилась полностью в музыку. Мое душевное состояние само погрузило меня в музыку. Я это делала совершенно неумышленно, я вам даже так скажу, да. Это было на бессознательном уровне. Видимо, это то, чем ты должна заниматься всю свою жизнь. Ну, конечно, хочется оставаться в этом деле надолго и быть профессионалом именно своего дела. Это очень важно, на самом деле. Мавиле, вот интересно, это все с детства? Вы знаете, это на самом деле все с детства. Даже вот мама рассказывала, что когда я только вот родилась, ребенок лежит в пеленках и как-то вот достает ручки вот так вот возле ротика своего маленького складывает, так, да, и изображая, что он поет. Микрофон, да. Да, потом это детский сад, это очень много выступлений, мне доверяли, несмотря на мой возраст, мне доверяли и петь песни на утренниках, и рассказывать стишки какие-то. Очень много у меня фотографий с детства, за что я очень благодарна своим родителям, что у Здорово. меня... И да, на самом деле есть такая память. Очень много фотографий, где я дома или у родственников, знаете, в руке либо расческа, Неважно что. да, либо Изображай лак для волос. микрофон. Да. Человек Здорово. либо болен своим делом, либо вот другого не дано. наверное. Сейчас мне нужно добавить в тесто одно яйцо. Мавиле, рассказывали ли тебе родители о твоем детстве? Возможно, кем ты мечтала быть? История интересная. Да, конечно. В детстве, ну, на первом месте, конечно, это у меня была мечта стоять на сцене с микрофоном, но на самом деле все профессии, которые я не выбирала, они были связаны вот именно с творчеством. Это было и художник, и парикмахер, дизайнер. Однозначно это что-то либо рисовать, либо петь, либо танцевать. Ну, то есть тут другого не дано. Сейчас вот так как нам ложкой уже тяжело мешать, мы можем приступить это делать вручную. Должны собрать это все в один колобок. Рецептов приготовления чизкейка, конечно, очень много, но вот это вот самый близкий мне по духу. Да. Мавиле, дома кто-то поет? Ой, вы знаете, у меня вся семья поющая. Это и моя Анашка, которая очень красиво поет. Это моя бабушка, вот, которая, в принципе, Здорово. вот весь талант и передался нашей семье. Это мой Даишка, который обладает вообще невероятным голосом, очень мощным. Он еще играет у меня на баяне, но, к сожалению, в этом течении он не пошел, именно в музыкальном. Вот. Тем не менее, душа у него поет, и это очень здорово. Еще один мой Даишка, дядя, тоже, он, конечно, не поет, но он так говорит на самом деле. Но Но все ведь не душа, так просто. Конечно, вы понимаете. В принципе, тесто уже готово, и мы его можем спокойно завернуть в пищевую пленку и убрать уже в морозильную камеру. Хорошо, на сколько минут? 3-5, вот так вот. То есть ненадолго. Да, чтобы оно просто приобрело такую, знаете, вот форму, и чтобы масло немного застыло. Вот наш колобок. Отлично. Колобок, колобок, я тебе Да. знаю. Отправляем в морозильную камеру. Мавиле, интересно узнать, в какое время суток вы продуктивнее работаете? Да неважно, мне кажется, какое время суток. Но самое главное, чтобы это было бодро. Даже если, например, вот у нас утренний концерт, то все равно ты просыпаешься, ты должен собраться, потому что ты должен выходить на сцену бодреньким,
показать, что это именно твое время, когда у тебя именно продуктивность твоя проявляется, именно рабочая. В принципе, мне кажется, неважно, какое время суток, главное то, с каким подходом ты к этому ко всему подходишь. Но именно вот если взять утро, утром, конечно, тяжело вставать, потому что это постоянные мысли, ой, как хочется спать, или а вот еще чуть-чуть. Но спустя определенное количество времени я так задаю сама себе вопрос: Мавиле, и вот почему ты так хотела спать? Странно, потому что сейчас уже очень даже все бодренько. Говорят, что когда утром ты хочешь еще немного поспать, нужно подумать о том, что твои коллеги тоже в это время спят, и просыпаться на час раньше. Да. Сделать что-то для себя полезное. Сделать, например, зарядочку, выпить чашечку ароматного кофе. Как ты относишься к кофе? Кофе очень люблю, обожаю просто, да. Кофе уже неотъемлемая часть моей жизни. Даже на работу, вот мы приезжаем, когда, это всегда обязательно мы выпьем чашечку кофе, и потом приступаем уже к своему делу. Правильно. Это наш заряд энергии. Да, заряд Особенно энергии. у крымских татар. Ой, не говорите, это уж точно. Ну, во всяком случае, мы так стараемся делать. В силу своей занятости не всегда, конечно, так получается, но, тем не менее, это определенный ритуал, да, даже? Да, который поддерживает. Мавиле, что мы делаем дальше? Смотрите, вы уже приступили к начинке, а я сейчас займусь второй ее отдельной частью. Ну, мы все это вместе, конечно, потом смешаем, но так как мы распределили обязанности, я приступлю к перемешиванию. Вот у нас 2 яйца, сахар. Нам нужно это все сейчас смешать. Мавиле, как часто готовишь? Вы знаете, ну так как я сейчас абсолютно самостоятельный человек, и приезжая на квартиру, ты понимаешь, что ты должен что-то поесть. Ты, конечно, стараешься каждый день что-то приготовить. О себе заботишься сам, а Нашки рядом нет. Ну, на самом деле, если бы Анашка по телефону мне не говорила об этом, вы знаете, мне кажется, я бы просто приходила домой и ложилась бы спать. Определенно нужны силы для того, чтобы встретить новый день, добиться чего-то, чему-то научиться. Ты обязательно должен взять энергию. Эта энергия, ну, это, конечно, наша еда. И вот мы добавляем стакан сахара. 2 яйца и стакан сахара. Ну, в принципе, тут тоже на усмотрение. Можно, если измерять в столовых ложках, можно 5 столовых ложек, можно 7, 8. Вот это в зависимости от того, какой сладости вы хотите. Мавиле, что самое главное для вас в жизни? Есть ли определенные намеченные цели? Цели появляются каждый день, на самом деле. Каждый раз ты ставишь себе что-то новенькое, да. Вот. Цели долговременные, либо кратковременные? Все зависит от того, насколько быстро я их добиваюсь. Вот, да, хочется обрести именно тот профессионализм, но это все, конечно же, приходит с возрастом. В зависимости от того, вот, что с тобой происходит, насколько хорошо ты учишься. Ну вот самое главное, наверное, это обрести вот профессиональный уровень, пик, статус. Пик и, да, статус, который хочется именно, который ты чувствуешь, что ты можешь его освоить. Ну смотри, дошла ты до этого уровня, дошла ты до этого статуса, и что потом? Именно поэтому я говорю, что каждый раз цели, они нарастают, и появляются каждый новый. Очень хочу исполнять то, что вот появляется вот в моих желаниях, да, что у меня внутри. Хочется, чтобы гордились мной родные и близкие. Я думаю, на сегодняшний день твои близкие гордятся тобой. Я очень надеюсь на это. Ну, мне, конечно, очень приятно, потому что у нас вообще очень теплая семья, большая и теплая. Огонек в их глазах, он не может просто так оставлять. Здорово. Есть ли у тебя братики, сестрички? Нет, вы знаете, я одна в семье. Вот любимица, вся любовь для Мавиле. Вся любовь для Мавиле, да. Но я надеюсь, что я не разбалованный ребенок. Я, конечно, об этом не буду утверждать. Это видно со стороны. Но на самом деле все должно быть в меру. И даже разбалованность. Я с тобой согласна. Да. Сейчас мы должны в творог добавить сметану. 100 грамм сметаны у нас должно быть. Вполне достаточно будет для нашей начинки. Я все перемешиваю, да? Да, конечно. Мавиле, помнишь ли ты свое первое выступление? Наверняка это было все волнительно. Профессиональное выступление. Ансамбль Хайтарма. Премьерный концерт под названием «Алтын бешек», который был в 2017 году, в ноябре месяце он проходил. Это была главная сцена Крыма. Ну, конечно, это было очень волнительно, потому что ты выходишь на сцену, видишь полный балкон, полный зал, и людей, которые в ожидании чего-то, и ты выходишь, исполняешь первую песню. Это эмоционально именно очень запоминается. А так, конечно, каждый выход имеет вот какую-то такую, знаете, свою особенность. То есть они отличаются, да? Да. Чем? Эмоционально они отличаются зрителям, они отличаются посылом, порывом. Настроением, думаю, автора. Конечно. Бывало ли такое, что ты выходишь такая злая? Не злюсь. А даже если вот какое-то такое, знаете, состояние, вот, либо ты болеешь, да, или ты себя там некомфортно чувствуешь, или, быть может, что-то случилось, все равно, когда ты выходишь на сцену за кулисами, ты не то чтобы настраиваешься, зритель, он не виноват.
Зритель сидит, он в ожидании ожидании чуда, да, в ожидании зрелища, вот, что он сейчас что-то увидит, и ему однозначно ты хочешь понравиться зрителю. Думаешь о людях, которые там сидят, и ты уже просто все отпускаешь, окунаешься полностью в песню и делишься с людьми вот тем, что внутри. У нас произошел, если со зрителем, обмен энергии, вот нет ничего важнее этого. Это подпитка. Самая главная подпитка, мне кажется, у всех. Всегда ли удается это сделать? Зачастую, да, конечно. Легко расстроить зрителя, то есть не оправдать его надежды. Тяжело остаться у него в памяти. Но если ты выходишь на сцену с чистыми побуждениями, ты хочешь делиться своей историей, то тогда все проходит на ура. Мавилия, посмотри, какая красота получилась. Отлично. Здорово. Что мы делаем дальше? Сейчас забьем это все миксером, чтобы у нас такая получилась пышная масса, но недолго, чтобы он не сильно насытился воздухом. Взбиваем до однородной консистенции. У Мавилии это здорово получается. Вот теперь я уже точно могу сказать, что Мавилия настоящая хозяйка на кухне. Вы все взбили. Да. Вот такая кремообразная консистенция у нас однородная получилась. И сейчас мы должны соединить вот наши взбитые яйца с сахаром. Здорово. С нашей творожной начинкой. Очень тщательно перемешать. Только у нас сахара немало. Мавилия, все знают, что ты исполняешь песни. А какие песни ты предпочитаешь слушать? Вы знаете, вообще я меломан, я слушаю абсолютно все. И мне нравится очень много песен. И я не могу вот так вот, например, услышать какую-то песню и сказать: ой, нет, потому что люди однозначно старались. Ты уже смотришь на это немного с другой стороны, не просто как слушатель. И в каждой песне все равно что-то есть хорошее, что-то есть красивое, что-то, что тебя вот так вот возьмет и зацепит. Либо это какие-то красивые слова, либо это какой-то красивый, интересный музыкальный ход. Вообще мне очень нравится, ну, конечно же, я слушаю народное, крымско-татарские, да, конечно, народные песни. Это то, что близко всем нам. Мне очень нравится джаз, мне очень нравится блюз. Мне очень нравится это все петь. И, конечно же, ну, эстрада, без эстрады никуда. В этом деле я тебя поддерживаю. Не бывает плохих песен. Есть только песни по вкусу, либо нет. Однозначно, да. Думаю, что ты прочитала мои мысли. Ну да, так. Как ты думаешь, что же это такое? Ну, я думаю, вы хотите, чтобы я вам спела. Конечно, без этого никуда. Без песни мы тебя не пустим. Конечно, очень приятно. Gözlerinden gözler var, sözlerinden sözler var. Gözlerinden gözler var, sözlerinden sözler var. Gördüm desem yüzünü, sana benzer yüzler var. Sana benzer yüzler var, sana benzer yüzler var. Ay gidi oğlan, güzel de oğlan, kara da kaşlı bir tanem. Ay gidi oğlan, güzel de oğlan, kara kaşlı bir таnem. Машалла, Мавилия. Какой был углан песни? Харахашлы, гузель. Очень красивая песня, Мавилия. Что может быть лучше наших крымско-татарских песен? Ничего. Вот и я так думаю. Ильвина, вот у нас начинка уже готова. Конечно, по желанию мы можем еще раз взбить. Либо миксером, либо блендером. Мавилия, вот мне интересно, вишню мы будем добавлять? Да, мы добавим половину, большую часть вишенки в начинку, а остальную часть мы оставим для украшения. А вы в это время возьмете тесто и будете раскатывать его по нашей формочке. Должна быть консистенция такая, знаете, пластилиновая. Так, посмотри, что у нас получилось. Главное, чтобы он у нас был как пластилин. Нам нужна формочка и пергаментная бумага. Если нет бумаги, мы можем просто смазать сливочным маслом. Мавилия, формочку я приготовила. Заранее смазала все сливочным маслом. Что делаем дальше? Сейчас нам нужно распределить это тесто по всей нашей формочке. Думаю, у нас это все получится. Начать, конечно, лучше с середины, потихонечку, осторожненько. Тесто у нас, конечно, оно будет нас не слушаться, оно будет немного разваливаться, но... Это так волнительно, Мавилия. Зато это вкусно, во всяком случае. Так, Мавилия, посмотри, правильно ли уложено тесто? Да. Здорово. Что мы делаем дальше? Сейчас нам нужно проколоть вилочкой наше тесто, да, чтобы оно немножечко подышало. И поставить в разогретую сковородку на 180 градусов на 10 минут с того момента, когда оно подрумянится. Значит, я отправляю в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 10 минут. Да. Отлично. Мавилия, пока наше тесто запекается, мне интересно узнать, как ты попала в ансамбль Хайтарма.
рассказав вам эту ситуацию, мне хочется сейчас добавить вишенку немного в нашу начинку. Как я попала в ансамбль Хайтарма? Это вообще такой случай, наверное, который сам меня нашел. И это очень здорово, на самом деле, что вообще есть такие люди, которые замечают, которые подсказывают. И, собственно, благодаря Эльмире Ханум я и оказалась стажером изначально в легендарнейшем ансамбле Хайтарма. Когда я пела на конкурсе, и Эльмира Ханум там сидела в жюри. Мне было очень приятно, когда вот ты на самом деле приезжаешь на конкурс такой неуверенный, маленький, стеснительный конкурсант. Ты не знаешь, что будет, что тебе скажут. Ты слушаешь участников других, ты видишь их мастерство, и ты думаешь, ага, вот, а я так не могу, а я вот так вот могу. И ты, получается, ничего не ждешь. И когда ты выходишь на сцену, отдаешь, опять же, все, что у тебя есть. И вот так вот складываются обстоятельства, что тебя как-то замечает. Вот получается, что чем-то, наверное, ей зацепило. Эльмира Ханум сразу спросила: Мавилеш, сколько лет, где живешь, учишься или работаешь? А я как раз только закончила школу и как раз поступила в университет, Крымский инженерно-педагогический, факультет искусств, вокальное искусство. Ну, конечно же, это вот моя мечта, которая Сбылась. осуществилась, да. Эльмира Ханум после этого взяла мой номер телефона, мы с ней обменялись номерами и пригласила вот на стажировку в ансамбль Хайтарма. Да, это было, конечно, очень волнительно, потому что прекрасно понимаешь ту ответственность, которую тебе доверили. Учитывая то, что ансамбль популярен, Да, на самом будет деле. уже много лет. 1939 год – это год основания ансамбля. Ну, то есть ты прекрасно знаешь, что в этом ансамбле работали абсолютно все кладези нашей крымско-татарской культуры. Это и Сабрие Ханум Реджепова, это и Урия Ханум Кермичекли, это и Фивзия Белялов. Ну, то есть очень-очень-очень много Талантливых исполнителей. да, вот тех, которые сохранили нашу культуру, которым мы благодарны, да, положа руку на сердце. И вот сейчас, получается, я нахожусь в этом ансамбле. Это, конечно, Сколько лет ты находишься в нем? очень плотно мы работаем с 2017 года. Здорово. Мавиле, я думаю, что у тебя большое будущее в этом ансамбле. Ой, я очень надеюсь, что Саховым. Хорошо. Мавиле, я смотрю, вишню ты добавила, Да. мы это все перемешали. Мгм. Я знаю, что ты исполняешь песни не только в легендарном ансамбле Хайтарма, у тебя также есть свои сольные песни. С нетерпением хотела бы услышать греческую песню. Греческая нашумевшая песня. Старинная греческая песня «Опата Бузуки» называется. На самом деле она у многих на слуху, а именно у поколения наших родителей. Эта песня очень часто раньше звучала. Весь смысл этой песни в том, что играйте и радуйтесь, мои бузуки, от моего счастья. Вот, это вот так. Здорово. Да. Мне уже не терпится ее послушать. А еще лучше, когда на припеве вместе с тобой вступает, кто-то из зала. Я думаю, что это высшая точка просто. Да, припев, конечно, мне хотелось бы вам спеть, так как это очень запоминающийся всем. Опа, опа, та бузукя, опа, ке, оба, гламас, ты из моста хастукя, ми то кленди, так се нас. Опа, опа, та бузукя, опа, ке, оба, гламас, ты из моста хастукя, ми то кленди, так всех нас. Какая хорошая песня. Впечатление, что я побывала в Греции. Ой, мне так приятно. Очень важно передать, конечно же, колорит. Да, у тебя это получилось. Передать колорит, вот темперамент их. Ну, это, Здорово. конечно, все не без помощи аранжировщика, который написал эту песню. Это студия Thematic Beats, Амед Ситаров, за что ему очень благодарна. Машалла, хорошо, когда работает такая дружная команда, Да. тогда и петь в удовольствие. Конечно, а тем более, когда вы еще понимаете друг друга с полуслова. Мавиле, бывали ли вы с гастролями за пределами Крыма? Я знаю, что вы посетили Турцию недавно. Да, в декабре месяце мы с ансамблем Хайтарма поехали в Турцию на Дни культуры Крыма. Очень приятно, конечно же, что пригласили именно ансамбль Хайтарма, то, что нам доверили показать нашу культуру, встретиться с теми крымскими татарами, которые живут в Турции, то есть они не на родной земле. Было очень тоже эмоционально, просто незабываемо. Турция гостеприимная, красивая и вкусная. Особенно пошли мурашки по телу, когда мы начали петь и подняли флажки наши крымско-татарские. И мы прекрасно понимали, что мы везем туда частичку Своей души. крымского сердца. Да. Наше время пролетело незаметно. Вот что мы имеем. Заливаем туда сверху нашу начиночку. Сейчас Здорово. осторожненько выливаем все. Красота. Сейчас нам нужно отправить наш уже почти готовый чизкейк в духовку на полчаса, 160 градусов.
Отлично, этим делом займусь я. Мавиле, наш чизкейк готов. Да, все, что нам осталось, это хорошо его украсить. Какое замечательное блюдо у нас получилось. Десерт, который можно приготовить, когда приходят гости, или просто для того, чтобы побаловать себя. А самое интересное, что здесь нет ничего такого сложного. Да, Все ингредиенты под рукой. Да. Лишь набраться желания, терпения и это все приготовить. Вот это самое главное, терпение и желание. Да. Если мы завершаемся на такой прекрасной ноте, хотелось бы узнать, что ты хочешь пожелать нашим дорогим телезрителям. Хочется пожелать добра, можно больше искренности и счастья и здоровья в ваших семьях. Верьте в себя, и все получится. Чух сагыл, что пришла к нам на программу, всегда рада тебя видеть. Чух сагылныз за приглашение. Сагылныз. Наступил новый день, он несет в себе что-то неожиданное и загадочное. Так пусть это загадочное будет всегда приятным. С вами была Эльвина Чекиева и Мавиле Апкеримова. Сопрага Буйрнс, Аштат Волсон.